Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. 25-й юбилейный праздник землячества Канаш-7 масштабно отметили в столице республики. Во Дворце культуры имени Ухсай собрались земляки, проживающие не только в Канаше, но и за пределами Чувашии. На праздник прибыл депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Малов. Четверть века в дружный и сплоченный коллектив собирает землячество уроженцев Канашского края и гостей, даря радость общения и вселяя надежду на будущие встречи. В фойе Дворца культуры разместились выставки прикладного искусства. Фольклорные ансамбли города и района поднимали настроение. Старые друзья уже при входе обнимались, радовались встрече. Многие не виделись более 10 лет. Этот праздник – встреча друзей, знакомых и коллег. Фото-выставку с инвестиционными проектами города земляки рассматривали с особым интересом. Уже в зале, рассаживаясь по местам, канашцы смогли посмотреть специально подготовленные к празднику фильмы о социально-экономическом развитии муниципалитетов. Собрание депутатов города Канаш, я от себя лично хочу поздравить вас с этим замечательным праздником, с 25-летием землячества Канаш-Зем. Хочу спасибо сказать большое организаторам, которые организовали этот праздник, собрали всех нас вместе. И я от имени собрания депутатов хочу пожелать, чтобы землячество крепчало, землячество дружило. От себя лично желаю всем здоровья, счастья, любви. И хочу, чтобы канашская земля только процветала. Всех нас сегодня, собравшихся в зале, и тех, кто сегодня по воле судьбы отсутствует здесь, объединяет одно – наша малая родина Канаш, Канашский район. И сегодня в зале есть выдающиеся люди. Герой России Николай Федорович Гаврилов, Валерий Пимович, который не один квадратный метр построил в городе Канаше. Ни одного дома, наверное, нет сегодня, чтобы не говорили ему спасибо в городе Канаше. И садики, и школы. И те люди, которые сегодня отсутствуют в зале, Юрий Витальевич Андреев, меценат, который учредил премию при звании, и каждый год ученики наших школ, выдающие ученики и учителя получают премию. Это говорит о чем? Канашцы, они все в душе вместе, независимо от тех расстояний, которые нас сегодня разделяют. Поэтому я с удовольствием, искренне, от чистого сердца поздравляю вас с праздником, 25-летием. Желаю всем здоровья, добра, благополучия. Ну и самое главное, счастья всем. От канашского землячества всем сегодня вручали памятные медали. Канашцы – трудолюбивый, сплоченный народ. Это ветераны войны и труда, труженики и молодежь. Все они – гордость канашской земли. Канашский район всегда был богат талантливыми людьми. Это основной и главный капитал района и города. Я хотел бы сказать, что сегодня вам есть на кого равняться и с кого брать пример. Сегодня, говоря о будущем, и глядя на наших уважаемых, дорогих ветеранов, я понимаю, что у вашего района оно есть у нашей родной Чувашии. И все это возможно лишь в том случае, если мы будем вместе. Специально на праздник прибыл наш земляк, уроженец села Янгличи, герой России Николай Гаврилов. Я с большим волнением и радостью приехал на 25-ю встречу канашского землячества. И очень рад видеть в зале очень много достойнейших людей России, Чувашии, города Канаш и Канашского района. Владимир Владимирович Путин чествовал героев Отечества и полных кавалеров орденов славы. И мы с Евгением Германовичем в Георгиевском зале Кремля вспомнили всех вас. И Ассоциация героев благодарит вас за уважение героям Российской Федерации. Сегодня были вручены награды различной степени труженикам Канаша, тем, кто делает город краше и лучше. Многие проекты реализуются на канашской земле. 19 национальных проектов получили успешную реализацию на территории города Канаш и Канашского района. И еще много нам вместе надо сделать. Благодарю всех, кто своим трудом прикладывает в реализацию всех проектов свою силу, душу. И, конечно же, пожелать всем в этом деле крепкого здоровья. Я хочу еще раз от всей души пожелать счастья и удачи всем канашцам.
мы будем лучшими. И я убежден, что рядом с нами вся страна, и мы гордимся всей нашей канашской землей. Канашской землей гордится каждый, кто родился, живет, вкладывает свои силы в процветание города. Олеся Григорьева, Антоний Николаев, Константин Садюров, ДК Ухсая, Чебоксары. В моногороде Канаше в последнее время происходят большие изменения. Строятся дороги и тротуары, спортивные и детские площадки, котельные и детский сад. Далее сюжет о том, каким стал Канаш за последний год. Совершенно новый виток своего становления на сегодняшний день переживает город Канаш. За последние годы городская среда преобразовалась за счет действенных программ и влияний как из федерального и республиканского бюджетов, так и участия самих жителей муниципалитета. На сегодняшний день в крупном транспортном узле республики проживает 45,5 тысяч человек. Для комфортного проживания и улучшения качества жизни населения украшается не только облик города, но и обновляются инженерные сети, привлекаются инвесторы. Особого внимания заслуживает площадка индустриального парка. Город Канаш имеет большие перспективы развития на сегодняшний день, чтобы эту численность увеличивать. Почему? Потому что растут новые заводы, вы все это прекрасно видите. Буквально в первом квартале 2020 года будет первый выпуск продукции на заводе «Аркто», завод холодильного оборудования. Очень много вопросов со стороны населения поступало, что это за завод, который быстро вырос в индустриальном парке. Почему? Потому что первый съем грунта был 27 мая, как мне память не изменяет. И сегодня уже корпуса все выстроены и готовы принять работников и оборудование. Для того, чтобы молодежь города могла спокойно трудоустраиваться, главой республики определенные шаги были предприняты для строительства садика на 240 мест в городе Канаш. Он расположился по улице Репина. Буквально в ближайшие дни будет сдаваться этот садик в эксплуатацию. На сегодняшний день в списке из 252 городов России с численностью населения от 25 до 50 тысяч человек Канаш находится на 12 месте индекса качества городской среды. Высокий показатель в солидном всероссийском рейтинге – результат больших финансовых влияний в благоустройство города, а главное – масштабные работы местных властей совместно с правительством Чувашии. Плановая и программная работа уже показала высокие результаты. Первая из них – развитие транспортной системы. По этой программе на ремонт и содержание уличных дорожных сетей на текущий год заложено 31 миллион 400 тысяч рублей. Только лишь за летний сезон подрядчики привели в порядок твердое покрытие автодорог по улицам Московская, Репина, Чкалова, новой кольцевой развязки, улиц Кооперативной, Зеленой и Полевой. Капитально отремонтировали дорогу до поселка Элеватор. Крупный дорогостоящий объект, реконструкцию которого начали в этом году, планируется завершить в следующем. Это дорога по улице Фрунзе протяженностью более 1 километра. Планово отремонтировано 23 дворовые территории многоквартирных домов и 1 проезд к ним общей площадью 12 300 квадратных метров. Болевые участки на карте города позволят оздоровить. Грант главы Чувашской республики в размере 12,5 миллионов рублей. Благодаря этим средствам преобразовались автомобильные дороги по улицам Кирова, Чебоксарской, Ухсая, внутриквартальные проезды по улицам Свободы, Филатова, проезд к автомобильной дороге по улице 30 лет Чувашии и проезд к дому номер 11 на территории Элеватора. Особое внимание в этом году было уделено дорогам, по которым ходят в школы, садики наши дети. Таким образом, были отремонтированы проезды и тротуары, ведущие к школе номер 7, автомобильная дорога по улице Кабалина вдоль школы номер 11 и построен новый тротуар к детскому саду 19. На средства гранта выложены тротуары по улицам 30 лет Чувашии, Кооперативной, Свободы, в Восточном микрорайоне по улице Пушкина. Выделенных средств хватило на приобретение материала для теплоизоляции, наружных сетей, отопления и горячего водоснабжения. Еще одна программа, по которой ведется строительная работа – формирование современной городской среды на территории города Канаша. Стоит отметить, что по инициативе главы республики Михаила Игнатьева муниципалитет получает огромное развитие. Сегодня все делается в республике и в городе Канаш для того, чтобы вернуть наших
высокопрофессиональные кадры в родные города Чувашии. А для этого мы должны создавать комфортную городскую среду. Уже и стала традицией. Мы проводим собрания с населением. В этом году попал двор по этой программе. То у нас улица Ильича, дома номер 6 и 8, и наш Карнашский городской парк, как общественное пространство. Всего было выделено 20,2 миллиона рублей на эти цели. Горожане уже ощутили эту программу в действии. Очень много положительных отзывов идут по городскому парку. Но на этом мы не будем останавливаться. И колоссальные деньги в этом году выделяются на комфортную среду в городах. В целом по республике 1200 дворов будет отремонтировано. Ну и по городу у нас уже план мероприятий намечен. Городу выделено 139 миллионов рублей. Это небывалая сумма. Поэтому я обращаюсь к нашим горожанам откликнуться. Почему? Потому что здесь будет работа комплексная. Здесь будет обсуждаться с населением непосредственно в их дворах, какие виды работ производить. Обязательные условия, то, что будут у нас здесь и искусственные неровности, и здесь и освещение будет меняться, и будет видеонаблюдение, плюс малые архитектурные формы и детские дворовые площадки. Все это уже Минстроем отработано. Есть 50 видов площадок, которые мы будем демонстрировать в ходе собраний, из которых вы сами будете выбирать, что вам нужно и что вам ближе по душе. Облик Канаша 3-й год подряд улучшается в рамках реализации указа главы республики о реализации на территории Чувашской республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. В этом году в проекте участвовали 5 объектов. Автомобильная дорога по улице Садовой, участок автомобильной дороги по улицам Красноармейской, Киевской, Кирова, проезд на территории элеватора. Если прежде благодаря этой программе благоустраивались дороги частного сектора и ведущие к торговым объектам, то в этом году в нее включился интереснейший проект, инициированный самими жителями – благоустройство городского сквера афганцев. Стоимость последнего объекта – 4 миллиона 900 тысяч рублей. Инициативу по его ремонту проявили ветераны боевых действий, которые собрали 10% личных средств от сметной стоимости. Из эксплуатации была выведена котельная завода «Техоснадск», которая отапливала 8 домов по улице Свободы и улице Полевой. За короткий период времени была изготовлена проектно-сметная документация. Поддержала республика. Без поддержки республики мы бы это не смогли в такие короткие сроки сделать. И через республиканскую адресную инвестиционную программу была выстроена котельная стоимостью 49 миллионов рублей. Котельная инновационная, экономичная. Сегодня в связи с тем, что очень были короткие сроки, конечно, первый период времени были определенные нарекания. Сейчас на проектную мощность она вышла. Мы прогнозируем и энергосбережение по этой котельной, потому что там очень много инновационных решений. Конечно, предстоит сделать еще многое, чтобы жизнь города забилась в новом ключе. На сегодняшний день в данном направлении делаются уверенные шаги. Стали известны победители престижной в педагогическом сообществе премии «Признание». Церемония прошла на базе 7-й школы. Ежегодно она вручается работникам системы образования за значительные успехи в области обучения и воспитания подрастающего поколения, поддержку педагогического новаторства. Подробности у Ирины Константиновой. Сегодня в зале бесспорно собрались учителя, пропагандирующие педагогические знания, сохраняющие лучшие традиции отечественной педагогики, а также учащиеся образовательных школ, достигшие высот в учебе, в спорте и в общественной жизни. Почетными гостями мероприятия стали учредитель и меценат премии «Признание», почетный гражданин города Канаша, выпускник школы номер 5 Юрий Андреев и глава администрации города Виталий Михайлов. Они тепло поприветствовали участников, поблагодарили педагогов города за самоотверженный труд, а детям пожелали не останавливаться на достигнутом. Я очень горд от того, что наши студенты сегодня защищают честь города Канаша в ведущих вузах страны. И во многом это заслуга нашего преподавательского состава. Я ни на одном мероприятии, вот выпускном,
Без сожаления не говорю о том, что многие из вас сейчас разлетятся по нашей стране, и очень хотелось бы, чтобы большая часть вернулась в родной город Канаш. Вы все видите, что за последние годы он начинает преображаться. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но он будет преображаться. На будущий год городу выделены колоссальные средства. Я просто здесь немножко хочу акцентировать. Почему? Потому что хочу, чтобы вы тоже поучаствовали в этом процессе. 140 миллионов рублей на благоустройство дорог территории выделено. И каждый может внести лепту своими идеями, своими какими-то предложениями. Все это собирается в муниципалитете сейчас и готовятся соответствующие проекты. Я хочу поздравить всех педагогов и сказать слова большой благодарности за их очень нужную работу. И хочу пожелать им больше терпения, и чтобы их ученики чаще говорили вам большое спасибо, вот благодаря вам я добился того-то, того-то, достиг того-то, того-то. А ученикам, победителям хочу сказать, что город признал вас сегодня лучшими в своих направлениях и вручил вам премию. И я хочу, чтобы вы вот этот потенциал, который у вас заложен, не растеряли его, а применили, чтобы принесли как можно больше пользы нашему городу, нашей стране, да вообще всему человечеству. Бесспорно, самый волнительный момент церемонии – это, конечно же, момент, когда из запечатанных конвертов достают имена победителей. В этом году в городскую комиссию были представлены кандидатуры лучших из лучших в различных номинациях. По результатам работы конкурсной комиссии лучшим административно руководящим работником образовательного учреждения признана Николаева Надежда Захаровна, заместитель директора по учебной работе школы номер 3. Лучшим работником структуры воспитания и социального педагогического сопровождения стала Тареева Светлана Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 5. Премия признания ежегодно вручается самым талантливым и целеустремленным. Названия номинаций говорят сами за себя. Педагог-новатор, педагог-исследователь, хранитель знаний, за вклад в развитие культурных традиций и многие-многие другие. Лучшим педагогическим работником стала Васильева Наталья Ивановна, учитель географии школы номер 6. Это было очень неожиданно и от этого вдвойне приятно. Это награда, к которой я очень долго шла. Я была несколько раз номинантом, поэтому очень приятно получить такую награду в номинации «Лучший педагогический работник». Спасибо всем тем, кто меня поддерживал. Спасибо педагогическому коллективу моей школы. Спасибо администрации, отделу образования за то, что поддерживает лучших учителей, поддерживает нас. Будем стараться работать еще лучше. Среди учеников признанными стали дети, подающие большие спортивные надежды. В номинации «За вклад в победу» премию вручили учащемуся 7 класса школы номер 7 Емельянову Кириллу. Волонтером года стала Матвеева Татьяна, обучающаяся 11 класса 7 школы. Учеником-талантом года признан Сергеев Григорий. В номинации «Эрудит года» победила Соловьева Софья. Лидером года стал Владимиров Матвей. За активную жизненную позицию премию получила Кузьмина Ангелина. А лучшим учеником года стала Немова Елизавета, обучающаяся 10 класса лицея государственной службы и управления. 14-летняя Фадеева Янина стала победителем в номинации «Талант года». Учусь я, в принципе, отлично. Иногда бывают четверки, но мне кажется, это ничего страшного. Это, наоборот, должно меня мотивировать идти дальше и пытаться исправлять их. Вот в начале мероприятия я очень сильно была испугана, я боялась, получу, не получу. А потом, когда назвали мое имя, я просто была шокирована. У меня сердце стучалось, мне кажется, 1000 раз в минуту, секунду, я не знаю. Я была так рада, счастлива. Вроде и волновалась, если я некрасиво выйду, стану, как-то получусь на фотографии не так. Но потом, когда я вышла, я поняла, что уже без разницы. Главное, что я получила свою награду, это потому что одна из моих детских мечт – получить в юном довольно-таки возрастом премию или даже несколько. Мне кажется, самое главное – это, конечно, цель. Надо поставить в своей жизни цель обязательно и идти к ней. И второе, что бы я посоветовала, это, конечно, бы понять, для чего вы это делаете. Для родителей, для семьи. Прежде всего, вы должны делать это только для себя, только для себя. Третье, что я могу посоветовать, это, конечно же, быть просто активным человеком, дружелюбным, потому что люди тебе также помогут достичь твоих целей. Быть разговорным, общительным человеком, это тоже обязательно.
И четвертое, что бы я посоветовала, это просто идти к цели, и все. Заключением церемонии стало общее памятное фото, символизирующее очередной пройденный этап. Ирина Константинова, Антоний Николаев, Елена Блацева. Вести недели. Благоустройство летнего сада Дворца культуры. Каким он будет, решат канашцы. В минувшие выходные сотрудники администрации во главе с заместителем главы Ринатом Алаповым приняли участие в очередном опросе населения. Каким видят летний сад жители города в нашем сюжете. В России регулярно проводится конкурс лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Канаш принимает активное участие в этом конкурсе. Разработан проект модернизации летнего сада Дворца культуры и прилегающей территории. Для того, чтобы лучше понять, каким хотят видеть жители свою территорию, проводились и проводятся опросы. Люди выражают свое мнение, предлагают различные варианты благоустройства. Да, очень приятно. Я вот хочу выразить благодарность вам за то, что вы делаете. Конечно, сейчас зимой не видать вашей работы, но летом вот эта территория, по моему мнению, как жителя города Канаша, выглядит очень прекрасно. Желаю вам удачи в вашей работе, успехов и с наступающим Новым годом. Создан шаблон анкеты с конкретными вопросами. Горожане с удовольствием делились идеями и благодарили руководство города за меняющийся в лучшую сторону облик улиц. На вопросы волонтеров ответили более 400 человек. Предложенные жителями варианты будут рассмотрены индивидуально. В городе проводится большая работа по благоустройству улиц и дворов. В ходе анкетирования заместитель главы Ринат Алапов объявил результаты конкурса «Лучший двор-2019». Победителем стал двор дома номер 12 по улице Разина. Второе место занял первый дом по улице Заводской. И третье место присудили 49-му дому по проспекту Ленина. Победителям вручили дипломы, а дворам, занявшим первые и вторые места, сертификаты на игровые комплексы для детей. Хотим, чтобы в детском парке был у нас здесь. Были теннисные столы, можно сделать и небольшую волейбольную площадку, чтобы дети могли кататься на велосипедах отдельно, как говорится. Желательно восстановить фонтан, мы бы хотели видеть, потому что около горкома есть, но здесь тоже люди чаще здесь бывают. Я хочу вспомнить прежние времена еще, когда проспект начинал строиться, в нем выдерживался какой-то общий ансамбль. Вдоль домов были ограды специально сделанные, такие же, какая ограда окружала вот этот летний садик около Дворца культуры. И вдоль проспекта, около каждого дома, также была ограда, такие же столбики стояли, и вот такой ансамбль выдерживался. Всех жильцов города поздравляем с Новым годом и хотим, чтобы все жильцы немножко призадумались и каждый свой двор старался украсить и что-то внести свою лепту. С Новым годом поздравляем и от всей души желаем больше смеха, меньше зла и веселья и добра. Олеся Григорьева, Константин Садюров, Дворец культуры. Жизнь не стоит на месте, а традиции имеют свойство забываться. Но не в случае с Канашским военным комиссариатом. Накануне была совершена отправка новобранцев в части вооруженных сил Российской Федерации, в том числе в элитный Кремлевский полк. О мероприятиях, как и о традициях, в материале Антония Николаева. Близится к окончанию осенний призыв в ряды вооруженных сил Российской Федерации. А это значит, что в доме номер 18 по улице Полевой с раннего утра слышны звуки гармонии, видны обнимающиеся люди и восторженные глаза провожающих. Повод как-никак есть. Да какой? Ориентировочно 3 призывников из Канаша, Канашского и Янтиковского района соответственно планируются к отправке в так называемый Кремлевский полк, элиту вооруженных сил Российской Федерации. Вернуться в родной дом. Именно такие слова написаны на традиционном полотенце, своеобразном символе обряда провода в армию. Меня провожали со всеми чувашскими традициями. Друзья пришли. Мама вот свой платок связала. Песни пели. Сегодня вот тоже все провожали. А что там написано? Уволон. Чибер. Кайсе. Чибер, кайсе, чиберки. Уволон. Чибер, кайсе, чиберки, чиха, клывал, таванги.
Безусловно, на контрольно-распределительном пункте, который, к слову, во время ремонта в Канаше временно переехал в город Чебоксары, призывники пройдут дополнительные тесты и освидетельствования, в результате которых уже точно узнают места прохождения службы. Сегодня отправляем очередной раз 2 команды, 11 ребят с 3 муниципальных образований, в том числе 3 ребят президентский полк. Но ребята подготовлены морально, физически. Нам очень приятно, что родители, родные, близкие, девушки приезжают, друзья на проводы. Ну, конечно, очень хорошо проходит мероприятие. Ну вот и сказаны слова прощания, совершены крепкие объятия с родными и близкими, крайний взгляд на родной город перед посадкой в микроавтобус, и все, пошел годовой отчет солдатской службы. Антон Николаев, Вести недели. Перед Новым годом объявили и наградили победителей детского конкурса рисунка и литературного творчества, приуроченного к 15-летию компании «Росгидро». Творческих сотрудников и талантливых детей поздравили исполнительный директор акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» Александр Гончаров и директор Канашского межрайонного отделения Вячеслав Константинов. В компании «Росгидро» входит в добрую традицию отмечать праздники не только дружным коллективом, но и привлекать к празднованию детей своих сотрудников. «Энергия таланта» – такое название носил конкурс, в котором приняли участие более 160 работников филиалов и подконтрольных организаций. Эльвира Павлова выступила в корпоративном конкурсе в номинации «Песня». Благодаря своему исполнительскому таланту заняла почетное место. Женщина признается, что вокальное мастерство оттачивала вместе с музыкальным руководителем городского дворца культуры. В том числе в детском творческом конкурсе «Энергия таланта» приняли участие порядка 600 работ от детей сотрудников предприятий группы «Росгидро» из всех регионов присутствия энергохолдинга. От канашского отделения компании 12 ребят приняли в нем самое активное участие. И именно им сегодня достались дипломы и памятные подарки. Молодец, пусть их у тебя будет много-много. Вот, и наш маленький подарочек. Присаживайся. Вам большое спасибо от имени нашей компании за то, что вы участвовали. Участвуйте, добивайтесь успехов. Молодцы, спасибо. Ирина Миронова, еще одна участница конкурса в номинации «Моя мама энергетик». Девочка заняла 1-е место. Стоит отметить, что за дипломом она ездила в Москву. Стала победителем не только у нас здесь, а вообще всероссийского нашего конкурса. Она ездила на награждение в город Москву. Специально им компания приобрела билеты. Она там участвовала во всех мероприятиях. Она, наверное, расскажет. И ей особый подарки, значит, от нашего председателя компании вот такой планшетик тебе и профессиональные краски и все, что нужно для творчества. Молодец. Спасибо. Я ездила в Москву, там мы были в московском Росгидро, там нас тоже награждали. Про участие мне сказала мама. На рисунке я изобразила маму, как она стоит рядом с вышками, где проводится электричество. Ну и как будто она сама делает электричество там. В конкурсах участвовали работы, иллюстрирующие интерес к электроэнерготехнике, демонстрирующие широту географического присутствия группы, общественную значимость отрасли, производственную, спортивную, культурную жизнь энергетиков. Нашей компании уделяется большое внимание воспитанию корпоративных традиций, корпоративного духа. И в рамках вот этого мероприятия был проведен замечательный такой праздник, конкурс детского рисунка, детского творчества. Хочу сказать, что сотрудники Канашского отделения приняли самое активное участие. Они были самыми активными у нас в Чувашии из 9 отделений. И с удовольствием хочу сказать, что одна из девочек, Ирина, стала победителем нашего всероссийского конкурса. Почему большое внимание уделяется именно работе с детьми? Потому что через детей сотрудников воспитывается уважение к профессии энергетика, уважение к этой отрасли, бережное отношение к энергоресурсам. И если ребята уважают труд родителей с такого вот самого малого возраста, значит, они вырастут настоящими гражданами и, уверен, будущими энергетиками нашей страны. Уважаемые коллеги, все жители замечательного города Канаш,
Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Поздравляю вас с наступающим нашим профессиональным праздником День энергетика, потому что вместе мы с вами делаем одно дело. Мы обеспечиваем энергетическую стабильность нашей страны. Мы как надежные поставщики, вы как надежные потребители. Большое спасибо вам за сотрудничество. Победители и призеры были выявлены в 3 возрастных группах от 3 до 16 лет. В конце сегодняшнего мероприятия детей также ожидали еще и сладкие угощения. Ирина Константинова, Константин Садюров, Елена Блацова. Вести недели. Канаш встречает Новый год с хорошим настроением. Город украшен гирляндами и игрушками, елочки горят огнями. Дворец культуры отмечает Новый год всегда с размахом. В этом году он приглашает канашцев на выставку клуба ремесленников. Школьники первыми ознакомились с изделиями прикладного искусства на новогоднюю тематику. Юные канашцы с большим интересом общались с ремесленниками, спрашивали, как было создано то или иное изделие. Каждое творение здесь настоящий шедевр. Дорогие мастера, дорогие ребята, во-первых, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы Новый год принес всем вам счастье, здоровья вашим близким, родным. Ну, ежегодно многие из вас покупают какие-то подарки в канун Нового года для своих мам, пап, родных или, может быть, просто знакомых. И вы в магазинах видите продукцию, которая изготавливается в большом количестве. Но сегодня вы увидите здесь на выставке, и не то, что увидите, вы можете пощупать, наверное, если обязательно. Вот чуть-чуть. Мизинцем. Да. Эти предметы сделаны руками мастеров нашего города, которые занимаются прикладным искусством уже несколько лет, и многие учились самостоятельно. Новогодние елочки необычно украшенные, корзины, сплетенные своими руками, резиночки и заколочки для девочек, сувениры с символикой нашего города и республики. Ремесленники вместе со школьниками провели конкурсы и разыграли призы. Украсили вместе елочку, проверили детей на скорость и ловкость. В конце встречи порадовали их подарками. Выставка очень интересная, и когда приходят сюда обучающиеся, это для их развития. Потому что некоторые могут заинтересоваться творчеством и тоже начать заниматься этим. Идея создания выставки появилась давно. Мастеров в городе много. Объединившись, они собрали огромную выставку. Руководитель Елена Куликова рассказала нам о каждом мастере, подробно описав его работы. Идея создания этой выставки, она вообще-то не нова. На многих мероприятиях, праздниках наши мастера принимали участие. Но в основном это были пожилые люди, которые не первый год уже этим занимаются. Но мое желание было привлечь как можно больше новых мастеров, потому что мы все прекрасно знаем, что многие занимаются рукоделием сейчас, и молодые девушки, и мужчины занимаются. Но существует какой-то как бы психологический барьер, они, может быть, не уверены в своих силах, или, может быть, они считают это не слишком серьезным. И когда мы решили провести эту выставку, то я просто объявила, как бы кликнула, чтобы обращались все, кто хочет. И нам удалось собрать очень много молодых новых мастеров с новыми направлениями. Обычно мы выставляли, вот, допустим, работы на праздниках на Дне города, на Масленице, на традиционных праздниках. И это были какие-то определенные традиционные виды народно-декоративного прикладного искусства. В основном это, значит, была лепка из глины, плетение из лозы, допустим, вышивка, и больше, в принципе, ничего не было. На этой выставке мы представили очень много различных направлений, в том числе и новых. Девочки представляют шикарное мыло ручной работы, сваренное не просто так, а именно по определенным технологиям. Они потому что изучали все это. Вот, ездили даже в Москву для изучения мыловарения. И они выставили шикарные работы. И декоративное сувенирное мыло, и мыло обычное, которое можно просто без всякой жалости применять там, для умывания или что-то. Вот. Мне очень понравились эти работы. И Насте Зайцевой, и Оле тоже работы шикарные. Еще мне понравилось то, что в этот раз на нашей выставке приняли участие и мастера-кондитеры.
Вот. У нас есть в городе мастера, которые занимаются домашней выпечкой, но они как бы тоже стесняются всего этого и говорят, ну что-то такого, я просто женщина, я просто там вот готовлю. Вот. Но некоторые вещи тоже можно сравнить просто с шедеврами, с кулинарными. И сегодня вот на нашей выставке двое мастеров-кулинаров представили свои работы. Это совсем молоденькая девочка Маша Зайцева. Вот. И уже опытный кондитер, это Вера Петрова, которая вообще по образованию медсестра. Но сейчас вот уже много лет она занимается вот этой вот замечательной такой вот работой именно по душе. Вот. И ее работа уже известна в городе. Надеюсь, что эта выставка даст возможность многим мастерам заявить о себе. Выставка будет работать в Дворце культуры до 31 декабря. Изделия ручной работы можно будет посмотреть и бесплатно поучаствовать в мастер-классах. Олеся Григорьева, Антоний Николаев, Елена Бладцева, Дворец культуры. В спортивном зале ДЮСШ «Локомотив» завершился розыгрыш звания чемпиона города Канаша по волейболу. В общей сложности на старте турнира свои притязания на победу в чемпионате озвучили более 12 коллективов. Кто предсказуемо дошел до финала, а кто приятно удивил неожиданно хорошей игрой. В материале Антония Николаева. Завершился чемпионат города по волейболу сезона 2019 года. Как и ожидалось, упорное противостояние развернулось именно за призовые места. В финале у женщин встретились команды «Локомотива» и педагогического колледжа. О результатах игры и атмосфере мероприятия рассказал начальник отдела физической культуры и спорта Искандер Мингалеев. Звание чемпиона удержали действующие чемпионы, представительницы спортивной школы «Локомотив». На самом деле это на сегодняшний день ведущий коллектив города. У девушек богатый опыт выступлений в соревнованиях, в том числе и республиканского уровня. И выступлений неплохих, скажем. Они показывали результаты, позволяющие им претендовать на тройку призеров в рамках первенства женских команд. Я думаю, что впоследствии мы продолжим сотрудничество с ними, и они уже будут выступать под флагом города Канаш. Подобные соревнования проводятся ежегодно, и принять участие в них может любой желающий. Участие в чемпионате совершенно бесплатное. От этого поднимается соревновательный дух и растет конкуренция. Именно в таких условиях произрастают таланты, которые порой преподносят сюрпризы. Приятный сюрприз по итогам соревнований преподнесла команда Чебоксарского медицинского колледжа филиал в городе Канаш, которая заняла 3-е место. Данный коллектив был достоин игры в финале. Также наряду с женским завершился и мужской чемпионат Канаша по волейболу. В финале схлестнулись многолетние лидеры соревнования в лице Агентства поддержки малого бизнеса и команды МЧС. Победу по итогам 2 сетов взяла команда представителей малого бизнеса. Все призеры, кроме, конечно же, дипломов, были удостоены также медалями соответствующих степеней. А победителям вручили также и памятный кубок. Антоний Николаев, Вести недели. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Низкие цены мечта, низкие цены реальность с магазином «Светофор». В магазины «Светофор» напрямую от производителя поступает товар. Поэтому мы можем предлагать населению товары по очень доступным ценам. На постоянной основе проводятся акции, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Все группы товаров – продукты, бытовая техника, посуда, бытовая химия, одежда, обувь, хозяйственные товары, товары для дома и многое другое. Постоянные акции помогут сэкономить ваш бюджет. Мы здесь для праздничного стола все взяли, все необходимое. У нас, конечно, большое мероприятие. Завтра у нас свадьба. Вот мы готовимся с настроением. Здесь мы экономим свой бюджет. Нам нравится сюда приезжать. Мы частенько сюда приезжаем, покупаем все необходимое. Покупками довольны, наверное. Да, очень довольны. Огромное количество новинок, детские товары, игрушки, товары для домашних питомцев. Все по самой низкой цене. Я очень часто хожу в «Светофор». Здесь очень выгодно покупать. Мне очень нравятся продукты, ассортимент. Здесь очень часто ходит много народа.
И приходите в светофор. Приходите в светофор, совершайте умные покупки, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. А сегодня мы вам предлагаем купить товары по акционным ценам. Подсолнечное масло 5 литров 299,90. Горбуша по акции 1 килограмм 99,90. Лучшие товары и лучшие цены у нас. Город Канаш, Котовского, 4.